Николай Колодезников не обучался мастерству резьбы по льду, однако умело работает с костью, делая из нее различные фигурки и украшения. Он отмечает, что во многом эти два искусства по технике похожи, поэтому в создании ледяных скульптур он особых трудностей не испытывает. С 2015 года Николай вместе со своим коллегой Романом Шадриным не пропускает ни одного конкурса ледовых скульптур. Когда ты режешь и что-то у тебя получается, это получается так красиво. И мы решили сделать вот девочку, танцующую спортивную гимнастику. И подумали, что это самая подходящая тема. Форма более получается тонкой, изящной. И еще по-технически сложнее. Своей работе мастера дали название «Сияние звезды». Несмотря на техническую сложность выполнения такой тонкой фигуры, затратили они лишь 8 часов, отметив, что за счет теплой погоды проводить резьбу по льду было гораздо легче. Результатом довольны не только сами авторы, но и жители города. Радостно смотреть, как они делают. Мастерство улучшается. Мы, например, каждый год приходим сюда на площадь и всегда смотрим. Труд, конечно, да? Большой. Красиво. Люди ходят, смотрят, фотографируются, дети радуются, смотрят, да? В общем, хорошо. Уважение мастерам. В такой мороз такие фигурки создают. Мало лишь создать эскиз и сделать по нему скульптуру. Николай отметил, что важной составляющей ледяной композиции является подсветка, которая придает ей сказочное сияние и позволяет лучше рассмотреть мелкие детали, что сделать при свете дня невозможно. Марина Захарова, Павел Пахомов, Якутск.